Вот он. По поводу свидания с вами. Предусмотрено свидание у нас 3 так как он находится на карантине. То есть свидание у нас не предусмотрено после 10 дней. А вы, как адвокат, да, я так понимаю, просите с ним аудиенции личной через начальника полиции по МВД России по городскому округу Егорьевск. Но сейчас у меня что, у вас нет руководителя, с которым походу он уехал в Москву. Нет на месте. Что? Все вопросы решает. Хорошо, а где у вас, как вам можно заявление сдать письменное, чтобы нам... В дежурную часть МВД России по городскому округу Егорьевск. А сегодня руководитель приедет? Очень поздно, учитывается перед нами. Подождите, просто такой порядок не предусмотрен, согласовывать. Я не буду ничего вам комментировать, я вам всего лишь говорю, если вы хотите лично все эти решения принимать, начальник полиции ОМВД России по городскому округу Егорьевск, подполковник полиции Павел Викторович Викулов. К нему вы можете подъехать в город Егорьевск, Советская, 116. Если он разрешит, ввиду отсутствующего начальника на данный момент, то есть, да, они созвонятся, скажут. А корреспонденцию вам как передавать? Корреспонденцию по почте, пожалуйста. Только либо по в дежурную часть тоже самое. А с вами после карантина. После стечения 10 дней по помещению. До свидания. Давайте доедем сейчас. Зайдем прямо к начальнику в открытую дверь. Вот прям зайдем и скажем, уважаемые. Записала? А вы спросите, адвокат до скольки может быть? Да хоть до скольки, но в приемной Ну, их начальник сказал до 4. Можно еще это? А до какого часа я вообще могу с ним общаться по времени? До какого? Может быть, я дождусь руководства вашего? И... Ну хорошо, я там до 6, до 7, до 8 не вопрос, будем ждать. Ну, адвокат это с 3 до 5 не рассчитывает. Изолятор временного содержания. Да, что, просто... вам организовать свидание? Нет, просто когда мы заходим в следственный изолятор, там немножко иные порядки. У меня ордер и у меня удостоверение. Вы нас даже не можете с руководителем дать пообщаться. Заместитель его. Естественно, есть кто-то. Ну, заменяющий если есть. Какое-то чрезвычайное происшествие случится. Кто будет принимать решение, если случится что-то чрезвычайное? У нас есть начальник полиции. Ну, извините, не оттуда, что он будет принимать решение. Вы можете к нему подъехать. Да это не вопрос, мы подъедем. Мы можем подъехать и к руководителю... Ситуацию с ним свяжут тем или иным образом. Если он также на рабочем месте он вас примет. Обратитесь в дежурную часть. Даст команду вас Хорошо, хорошо. встретить.